В эти дни каждый житель нашей страны может стать тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днем России. Можно сделать открытку своими руками или символический подарок. Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами. Созданные открытки или символические подарки тайный поздравитель может отпустить в почтовые ящики соседей. Есть и второй вариант – опубликовать их в социальных сетях, сопроводив хэштегами «Добрые соседи», «Добро в России», «Спасибо» или «Мы вместе». Активисты подключаются к акции, делают открытки своими руками, либо покупают в магазинах, заполняют, отправляют. Я вот сегодня с утра тоже скинула своим соседям открытки. Цель акции – добрососедство, то есть поделиться радостью, поздравить своих соседей, с которыми, возможно, встречаетесь на лестничной площадке, то есть поздравить с Днем России. Дом дружбы народов Коми приглашает жителей региона принять участие в акции «Россия в объективе». Она проходит в формате онлайн-флешмоба. Жители Коми публикуют фото любимых мест России с одноименным хэштегом и рассказывают, почему именно это место в стране им так дорого. Принять участие может любой желающий. Все, что нужно, выложить фотографии в комментариях к основному посту челленджа в официальном паблике ВКонтакте всероссийского конкурса «Большая перемена». Кстати, в акции уже поучаствовала министр образования Наталья Якимова. Рассказала об устье реки Сысола. Акция «Россия в объективе» стартовала 2 дня назад и будет идти до 14 числа. Активно проявляют определенные регионы. Я скажу так, что Республика Коми тоже есть. Не скажу, что очень активно, но поскольку старт был официальный позавчера, мы думаем, что потихонечку будут набирать обороты, потому что мы подключаем своих друзей, центры Коми-культур, дома культур, с которыми мы работаем на территории Республики Коми, администрации районов и простых граждан. Так что будем надеяться, что Республика Коми покажет фотографии своих красот. Каждый желающий в эти дни сможет пройти и гражданский экзамен. Тестирование будет проводиться на одноименном сайте. В нем 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям и героям современной истории нашей страны. Участникам выдадут электронный именной сертификат. Такой экзамен впервые прошел в День Конституции 12 декабря 2019 года. Тогда на вопросы ответило более 200 тысяч россиян. Между тем, по стране развернулась уже и международная акция «Россия помогает». Это уникальная возможность в онлайн-формате высказать слова благодарности стране и гражданам Российской Федерации. Для участия необходимо опубликовать фото, видео или тестовый материал в любой из социальных сетей с хэштегами «Россия помогает» и рассказом личной истории. Благодарности есть уже и от иностранных граждан. Анастасия Тюрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.